В стране пришло время выработать новые направления по борьбе с насилием в отношении детей, считают правозащитники. По их словам, решение этих проблем требует новых и кардинальных методов. По этому поводу был организован форум «Безопасное детство» с участием общественных организаций и государственных органов. Использовать телефонный доверие 101 цифровой подход, чтобы дети могли через чат-боты обращаться за помощью. Далее в каждой школе мы ожидаем, что будет внедрена воспитательная программа «Школа без насилия», потому что она включает большие элементы по диагностике, своевременной диагностике насилия, потом обучать подростков бесконфликтному поведению, бесконфликтному урегулированию. Зачастую пострадавшие дети не могут обратиться в те или иные госорганы из-за психологических или иных состояний. В этом случае были созданы специальные центры, где пострадавшие могут получить не только психологическую и медицинскую поддержку, но и юридическую. По данным этих центров, в большинстве случаев фиксируется обращение по так называемому буллингу, то есть это негативное действие, направленное на одного и того же ребенка со стороны другого ребенка или группы детей. То есть мы предоставляем бесплатные услуги для детей. Это услуги по психологической помощи, сопровождению, а также юридические услуги на бесплатной основе. Мы сопровождаем их во время стадии следствия, то есть во время расследования в милиции, сопровождаем на стадии следствия суда. Также мы исполняем судебные акты и пишем заключения на детей, которые затем предоставляются в суд. Напомним, что в феврале МВД совместно с Министерством образования приняли решение усилить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечить безопасность в учебных заведениях, особенно в связи с недавними трагическими событиями, связанными со школьными конфликтами. Также в каждой школе Кыргызстана создадут кабинеты инспектора по делам несовершеннолетних. То есть зачастую общество проявляет безразличие. Поэтому я бы хотела сказать, чтобы если ребенок, это в общем целом это все наши дети. То есть законом Конституция предусмотрена, что мы должны соблюдать наилучшие интересы ребенка. Поэтому здесь главное родители, общество и вся система должна совместно проводить работу по недопущению правонарушений преступлений среди детей и подростков. Участники форума предложили создать экспертные советы в каждой сельской управе, куда будут входить психологи, медики, представители местной администрации и правоохранительных органов. Эрмек Уренкеев, Мирлан Джаныбеков, ЛТР Бишкек.